Tere vaatama saadet The Saade Pluss. See on pühendatud ühele teemale, mis kerkis üles sotsiaalmeedias ja selle autoriks oli Kirill Kõpp, kes postitas Facebookis ühe sellise teksti, mis puudutab ka Kohtla-Järve gümnaasiumit. Meil oli temaga ka kokkulepe, et ta tuleb täna siia arutlema, aga nagu näete, tema koht on tühi. Aga selle asemel on meil siis kaks selle kooli vilistlast külas, Juri Kostjukovski ja Daniel Jesenfeld. Kuidas teil on läinud pärast gümnaasiumi lõpetamist? Tere, olen Juri ja pärast gümnaasiumi astusin Tartu Ülikooli arstiteaduse valdkonda, siis ma arvan, et päris hästi läks, et palju lõpetajad tahavad siia, aga kõik ei pääse. Kohtla-Järve gümnaasium andis palju, et ma saaksin sellega hakkama. Aga sina olen? Mina olen siis Daniel, mina astusin Tallinna Tehnikaülikooli ja läinud toredalt, nii et super. Aga läheme siis asja juurde. Ma ei taha Kirill Kõppi sellest debatist täiesti kõrvale jätta, ehkki ta ise on nagu ära jäänud ja edaspidi me läheme nüüd vene keelele üle, et ka tema saaks aru, millest me siis räägime, et ka tema ja need, kes siis temaga võib-olla samamoodi mõtlevad, saaksid aru, millest see arutelu siin käib. Aga kõigepealt ma loeksin ette Kirill Kõppi postituse ja andke mulle andeks, sest vene keel ei ole mitte minu emakeel. Ну что, год прошел, как открыли госгимназию, и наше руководство слило гимназическое образование на родном языке в городе. Родители, чьи дети теперь вынуждены ездить в Силаме и в гимназию, или еще хуже, в профтех, напишите мне. Вы поймите, дети наших руководителей давно взрослые люди и живут не в нашем городе. Дадим огласку. Я не верю, что 100 детей из 300 идиоты, которые не могут потянуть уровень, который задал директор. Директор, который приглашает уголовников читать лекции нашим детям. Да там и педагогов с педагогическим образованием по пальцам перечислять можно. Вы же большинство в нашем городе. Вы же казну наполняете не только город Kohtla-Järve, но и государство. С чего это вы решили, что ваши дети не могут получить гимназическое образование на родном языке в городе, где живут? По какой причине вам не оставили альтернативу государственной гимназии? Вот такое дело. Юрий, какое твое впечатление от этого поста? Ну, по-моему, автор поста все, что хотел донести, донес, выбрав все подходящие слова до этого, обозвав учителей уголовниками, директора неуважающим русскую культуру, но поддержал зато 100 человек, которые не продолжили обучение в этой гимназии в прошлом году, не потому что они идиоты, а потому что у них были другие приоритеты и цели. Если они хотели бы реализовать себя в эстонском обществе, то они бы посвятили какое-то время эстонскому языку. Мы все-таки в Эстонии, как я какое-то время назад посвятил, переехав в Эстонию и поступив на обучение на эстонском языке в Тарту. И просто, что они не хотели находить мотивацию, и, в принципе, что родители видели гимназию как средство получения бумажки о высшем образовании, то у них просто не получилось реализовать, так сказать, свои мечты, чтобы без труда получить среднее образование в Эстонии. Таня, как ты думаешь, кто, по-твоему, проиграет из-за того, что теперь в Kohtla-Järve в гимназии учат по-эстонски? Я думаю, что никто не должен проигрывать, потому что это судьба детей, они должны сами решать, что они хотят, учиться в гимназии или же
пойти в профтехучилище, или же они хотят сразу устроиться на работу. Если у них есть приоритеты продолжать учиться на высшей степени, то они должны осознавать то, что знание эстонского языка им очень сильно пригодится. Не только в учебе, но и в повседневной жизни в Эстонии. Также и в Кохтляре. Поэтому в первую очередь дети должны сами осознавать, что эстонский язык для них приоритет, и родители должны их поддерживать. И поэтому не должно быть такого, что родители их насильно или же заставляют их идти в гимназию, потому что это их выбор. И если дети действительно не справляются с эстонским языком, допустим, как это было в Кохтляярской гимназии, и они просто сдаются, но это их выбор. Идти в Силомяе или же в профтех, из-за этого нельзя обвинять в школу или же директора, учителей и кого-либо еще, а только их самих. Ну, я думаю, во многом это проблема в качестве учения эстонского языка до гимназии. Как вы оцениваете уровень эстонского языка в русских школах? Я думаю, что он бы мог быть выше, как и все, в принципе, могло было быть лучше, но перевод гимназий государственных на эстонский язык – это первый шаг к тому, чтобы подтолкнуть детей как раз хотеть изучать эстонский, потому что, ну, скажем прямо, ты не выучиваешь эстонский как эстонцы, будучи в русской школе, но если у тебя есть желание, и твои родители видят, и ты сам хочешь себя реализовать в Эстонии, то ты можешь найти и репетитора, и больше уделять времени эстонскому, как и ученики, которые перешли в свое время в эту гимназию, доучились в ней, многие получили даже медали, что хорошо и показывает, что эстонский можно выучить. Хочу добавить, что Юра, он сам родом не из Эстонии, и он переехал в Эстонию и начал учиться в 8 классе, и он буквально за год выучил эстонский язык, и уже в 10 классе сдал на категорию C1. Да? Да, но я не то чтобы какой-то пример подражания, просто у меня были конкретные условия, что без эстонского мне в Эстонии не быть. Поэтому я и задался целью учить эстонский. Поэтому это как наглядный пример того, что главное – это ваше желание. Если вы действительно хотите выучить эстонский, то даже не школа ваш главный помощник, а вы сами себе. Потому что вы можете в школе сами создать условия для того, чтобы вы быстрее выучили эстонский язык. А каким образом здесь, в Кохтляярской гимназии, поддерживают учеба эстонского языка? Ну, когда мы перешли, то была, по-моему, поддержка для детей любого уровня. Был курс от А0 до А1, даже настолько неподготовленных к обучению в гимназии детей. Хотели помочь им дотянуть, но если тебе это не надо, то ты, в принципе, этому времени будешь уделять. Поэтому, как вариант, были созданы здесь и коучи по эстонскому, и учителя, и куча всяких программ, то есть только было бы желание. А перевод гимназии на только эстонское обучение – это абсолютно правильное решение, потому что если остается выбор, что можно, в принципе, учиться на русском, то тогда мы замораживаем проблему. Родители выберут, чтобы ребенку было попроще, а как там ему с эстонским, может, тяжело будет. А так, такой шаг уже хороший задел к тому, чтобы эстонизировать Идавируму. Мы сами с Юрой из Ахтинской бывшей гимназии. Там учились, в принципе, наверное, в большинстве своем на русском языке.
хоть программа была заявлена 60/40, я являлся членом попечительского совета той гимназии. И на одной из последних встреч к нам приезжал мэр города Кохтаярви, к нам приезжал Валерий Корп, был директор Ехинской гимназии, и приезжал также сам Хендрик Агур. Это было еще до открытия Кохтаярской гимназии. И я, как представитель учеников, задавал вопросы от лица учеников, также и от родителей. И Хендрик Агур нам очень четко все объяснил и пояснил, как будет проходить обучение на эстонском языке в Кохтаярской гимназии. Он рассказал о всех программах, поддерживающих ребят, которые не умеют разговаривать на эстонском на том уровне, которое действительно требовала бы гимназия. И действительно тогда казалось, что это все очень сложно и все это не будет выполнено, но когда я пришел в эту гимназию, то я увидел, что действительно все слова, которые Хендрик сказал, пообещал, они были сделаны, и детям была действительно сделана огромная поддержка в изучении эстонского языка. Ну, я тоже думаю, что вот если исходить из этого, что надо еще все-таки по-русски все и даже в гимназии учиться, тогда те ребята, которые по-русски учат, они как будто и должны далее жить здесь, в Видавиума, где население вообще, ну, в большинстве русскоязычное, да? И по законам Эстонии ведь везде и в государственных учреждениях, и везде должен каждый, который там работает, должен уметь эстонского. И если будет только русскоязычное образование, тогда трудно даже работать там. Но будучи русскоговорящим в Инавируме, приходя в эстонскую гимназию, ты наоборот себя делаешь более конкурентоспособным, потому что у тебя есть как и русский, так и эстонский, что очень полезно в Эстонии до того момента, как Эстония не перешла на более активное эстонизирование граждан. Кирилл в своем посте немного подменил те понятия, что уважать родной язык учащихся, то есть русский, давая им возможность учиться на родном языке. Это он выставил как обязанность Эстонии почему-то предоставлять русское образование, хотя государственный язык эстонский. А уже для тех, кто любит русский язык, русскую литературу, которая, безусловно, богата, у нас проводились и вечера русской литературы, и учительница была заинтересована во всяких проектах, даже куда в Питер съездили. Поэтому ты можешь продолжать любить русский язык и русскую культуру, но поскольку ты в Эстонии, ты должен отталкиваться от того, что эстонский ты должен знать. Ну вот последний вопрос еще по-русски. Как вы думаете, сколько тех, которые согласятся с Кириллом и которые тоже думают так, как Кирилл? Честно сказать, даже примерное количество это невозможно, но если обобщить, то можно сказать, что это обычно те люди, которые не особо замотивированы в жизни. В пример могу сказать моих одноклассников, которые не выдержали напряжения в этой гимназии и выбрали самый легкий путь, перешли в Соломяйскую гимназию. Все, чем они обосновали, это то, что там можно на русском, там будет легче. Я не хочу здесь стараться, учиться. Мне главное получить бумажку, и дальше я уже пойду работать. Ну, наверное, поддержат люди, которые думают больше о том, что раньше было лучше, в принципе. Зачем нам эстонский? Ведь
я сам учился на русском, мне нравится русский. Мои дети будут об этом, ну, на этом языке учиться. Поэтому я думаю, не знаю, таких большинство в нашем регионе. Сложно сказать. Но радует то, что есть те, которые так не думают и выбрали Ахмадскую гимназию для своих детей, которые десятиклассники поступили в эту гимназию. И надеюсь, у них все получится. И они под давлением таких людей, как Кирилл Кып, не задумываются о том, что Эстония им сделала жизнь хуже, не дав образования на русском языке, а только замотивировала их быть лучше и реализоваться в стране, в которой они родились. И отдельно хотелось бы сказать огромное спасибо Кириллу за то, что проявили такое уважение к нам и появились на дебаты, и даже предупредили о том, что вы придете к нам, хотя время было обговорено еще за неделю до этого. И возвращаясь к посту, который написал сам Кирилл, очень было интересно прочитать то, что он прямым текстом обозвал всех студентов правтеха, написав, что еще хуже, что они пошли в правтех. Я думаю, что хуже не хуже, но это их выбор, и если они хотят работать по специальности, которую преподают в правтехе, то почему бы не пойти туда, если они этого хотят? А оскорблять этих людей не надо. Да, разные жизненные обстоятельства, Это ни к чему. разные цели. Aga suur tänu, Daniel ja Jüri, et te tulite Saade Plussi, et aitasite arutada ühte teravamat teemat. Ja selliseid teravaid teemasid tuleb meil Saade Plussis kindlasti veel edaspidigi. Aitäh vaatamast!